Летние каникулы продолжительностью 3 месяца школьники проводят по-разному. Одни отдыхают у бабушки в деревне, другие весело проводят время в загородных лагерях, а третьи уже стремятся заработать первую зарплату. Ежегодно из федерального и местного бюджетов выделяются средства для осуществления трудовой занятости подростков на время летних каникул. В этом году, получается, с федерального бюджета выделено 192 776 рублей. Это с прошлогодним годом получается на 15% где-то, меньше. Потому что в том году с федерального бюджета выделено было 310 тысяч, 383 рубля получается. И с местного бюджета в этом году выделено 274 893 рубля. Это с прошлогодним годом меньше на 50%, потому что в том году было выделено с местного бюджета 550 тысяч рублей. Экономический кризис в стране затронул все сферы деятельности человека. Если в прошлом году у подростков от 14 до 18 лет была возможность работать в течение 14 дней и заработать 1800 рублей, то в этом году за 11 дней юноши и девушки смогут пополнить свой карман в общей сложности на 1090 рублей. На сегодняшний день заключено 22 договора у нас, 15 договоров со школами города, получается, и 7 договоров с организациями. Организация у нас, получается, Центр народной культуры и досуга, Центральная библиотечная система, молодежный клуб «Ровесник», охранное предприятие «Щит», детский эколого-биологический центр и Ледовый дворец «Ерунды». За 11 дней подростки приведут в порядок территории закрепленных организаций, также они будут заняты на сельских работах. Остается надеяться, что до конца лета у руководителей предприятий города возникнет возможность предоставить рабочие места школьникам, и тогда количество довольных плодотворными каникулами станет намного больше. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.